Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, добрый вечер, друзья. Сегодня раздел кухня буду вести я. И хочу вам показать один из наших деликатесов, который мы готовим из большой рыбы, вот из щуки, из амулей можно, чира, муксуна, нельмы. Ну, налим не особо, конечно, подходит под это блюдо, но если хотите, можете и налимом попробовать так приготовить. У нас крупную рыбу, вот особенно в частности щуку, да, когда вылавливают, некоторые мне пишут, что там северяне ее за рыбу не считают и тому подобное. Но это не совсем верно. За рыбу они ее считают и уважают, потому что щука первой ловится всегда. Весной по воде, по большой, по разливам хорошей воды рыбы нету, когда всегда кормит щука. Итак, сегодня я покажу вам, как я ее готовлю. Будем готовить с нее блюдо одно, наше деликатесное. Так, опустил камеру пониже вам, чтобы было видно. Значит, берем мы нашу рыбу и вырезаем полностью вот эту часть. Мне нужна только вот эта часть. Вот где, чтоб она без костей была, вот ребра. Отделяем от ребер. Как видим, у нас здесь имеется икра. Икру мы заберем. Так, друзья, забираем икру. Забираем икру. Вот так вот. Это можно как икру посолить. И вот здесь аккуратно вырезаем, чтобы мякоть была вот чисто. И эту часть аккуратненько мякоть режем. Срезаем всю мякоть. Вот так вот. Раз. И отсюда забираем вот это. Итак, вот это оставляем, а это все выбрасываем, отдаем собаке.
Шучу. Это супруга потом приготовит детям котлеты. Это убираем. Так, итак, продолжим. Это нам пока не нужно. Убираем в сторонку. Нам сейчас нужно разобраться вот с этим. Посмотрите, какая жирная щука. Желчный пузырь аккуратно. Нужно быть аккуратно с желчью. И отделить желчь. Главное ее не повредить. Тем самым не испортить вкус. Вот так. Так, значит, печенку забираем отсюда. Печенку тоже в сторонку. Аккуратненько срезаем от кишки. Отделяем. Эх, цаль-цалько, сколько здесь сала. Это все аккуратненько вот так вот отделяем. Вот это все сало. Вот так вот отделяем отсюда. Посмотрите, какая жирная щука. Настоящие охотники у нас постоянно едят это блюдо на охоте. Рыбаки тоже, кто рыбачит, охотится. Сердце туда тоже. Так, дальше. Теперь нужно почистить нашу кишку и желудок. Это все убираем сюда. Отрезаем. Вот так вот вспарываем. Щука абсолютно ничего не ела. Смотрите. У нее желудок пустой. Пустой желудок. Загоняем нож, прорезаем. Вот так все прорезаем. Теперь нужно вот желудок, его нужно вот так соскоблить ножом. Чтобы она блюдо не испортила горьким своим вкусом. Но желудок вообще пустой, рыба не ест, не питается еще ничем. Вот так вот.
посолим все это дело. Здесь мы тоже почистим быстренько таким же методом. Отрезаем покороче. Хорошо это делать на реке сразу, когда рыбачишь. Там воды много, поэтому сразу смываешь все это дело. Ребята, это самый деликатес. Сейчас, может, некоторые из вас, может вам показаться это, конечно, дико и противно, но поверьте, попробовав один раз, возможно, многим из вас захочется это сделать еще и еще. Ну, это на любителя, это кто хочет берет вот эту часть кишки, кто хочет не берет. Ну, давайте ее возьмем. Чем крупнее рыба, тем, конечно, лучше все это дело чистится. Здесь промоем просто. Здесь нужно просто промыть. Не обязательно здесь шкаблить, потому что слишком тоненькая кишка получается. Сейчас я это все промою дело и покажу дальше, что делать. Итак, приступим дальше. После того, как мы все сполоснули, нужно нарезать мелко все внутренности. От того, как будет нарезано, будет, соответственно, также все и прожарено. То, что понежнее, режем покрупнее. То, что погрубее, режем помельче. Вот это, друзья, будем резать помельче. Вот так вот. Все нарезали. Это кошечки отдадим. Итак, дошли до сюда. Здесь срезаем вот это.
Very nice. Отдадим коту. И вот эту часть нарезаем тоненько. Так, ну должно получиться вот так. Сейчас будем все это дело обжаривать. Ну кто как, я предпочитаю индукционную плиту. И будем готовить на индукционной плите. Прогреваем сковородку. Вываливаем все сюда. Начинаем обжаривать. Соль по вкусу. Можете какие-нибудь специи на любителя. Но я обычно только соль добавляю. Попробуйте сначала просто солью. Как говорится, в оригинале попробуйте это блюдо. Потом уже для себя решите, стоит ли добавлять туда какие-нибудь специи или нет. Накрываем крышкой. Очень быстро это все жарится. Как вы видите, процесс происходит очень быстро. Масла я не добавлял. Там и так жира хватает. Ну, можете чесночок добавить. Лучок нарезать. Попробовать можете, я не знаю. Мы едим так. В походных условиях можно делать и в котелке, на костре, на углях. Это все обжаривать. Вот так все это дело выглядит в процессе готовности. Когда помешиваешь, вот чувствуется, вот как они дотвердели, и
стали очень твердые. Мы чуть-чуть подольше потомим их, чтобы они стали мягкими. Вот. И вот когда много ловится щуки, у нас потроха не выбрасывают. У нас из них делают деликатес. Деликатес. Вам может показаться это все дико, конечно. Ну, такие уж мы. Вот такие уж мы. Летом еще покажу много чего, что может вам показаться диким. Конечно. Когда будет много рыбалки, много будет и материала. А в данный момент пока вот все, что есть. Думаю, котлеты стоит вам показывать или не стоит. Как мы делаем. Ну, котлеты обычные, котлеты крутим в фарш. Палочки называются. Не котлетки, а палочки. Если это интересно вам, ставьте лайк. Я узнаю по лайкам. У нас мужики под закусочку любят такое. Да и просто с хлебом намять такое дело-то. Сегодня буду праздник живота устраивать. Ну, скажем, товарищи, наше блюдо готово. Сейчас мы его выловим. Вывалим. Так, вот что у нас получилось. Масло я не добавлял. Масло свое выделила. Вот получилось вот такое блюдо на любителя. Вот так вот. Вот. Ну что ж, настоящее мужское блюдо. Эта тема. Это надо раз хоть в жизни, хоть раз попробовать. Да. Обязательно попробуйте.